Из Уфы – Велишевский район. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рабочей поездке. Отправляемся в село Ашманово, в детский оздоровительный лагерь «Орленок». Лето 2021 года. Каким оно будет? Переживания родителей понятны. В прошлом году детские лагеря из-за пандемии не открыли. В этом ситуация с коронавирусной инфекцией улучшилась, и правительство Башкортостана приняло решение разрешить все 3 летние смены. Из нововведений кэшбэк на путевки в детские лагеря. 50% по федеральной программе, плюс еще 30% из бюджета Республики Башкортостан. Если по отдельной программе, тогда 70% региональных. В любом случае выгодно. Можно вернуть 2/3 стоимости путевок и покупать их без ограничений хоть на все летние смены. Это вот этот лагерь, да? Это у нас бассейн, Александр Фаридович. Здесь был обрушенный бассейн, давнешний уже. И мы в прошлом году его привели в порядок. И саму чашу отремонтировали, и объект полностью накрыли, чтобы туда и листья не попадали, и грызуны не попадали. И полностью систему очистки воды, подачу воды, внутренние сети, все коммуникации отремонтировали. А вот зиму он выдержит? Или... Он зимой работать не будет, он летний вариант. А он снимается или останется? Нет, он зиму стоит. Стоит, да? Зиму стоит, он зиму уже простоял. Это вариант, который тоже ремонтно-технические предприятия наши, Велишевские делают. Это вот то, что фермы вы делаете, наверное? Да, и фермы делаем, и вот такие объекты, они могут быть и спортивные, и такие. И он здесь будет у нас работать, обслуживать основной бассейн, который верхний Киева. А, вот так вот. То есть тут тоже очистка воды есть какая-то? Полностью. Да. Полностью все есть. И вот у нас директор бассейна объяснит все. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. 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 Привет. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Приветствую. Здравствуйте. Так дальше. Рустам, директор бассейна. Ух ты. Уважаемый Ради Фаридович, я являюсь руководителем бассейна, который находится в райцентре. Раньше вот детей возили на автобусе к нам. Сейчас с этого года будем уже заниматься здесь. Около 700 детей. У меня 5 тренеров-преподавателей, все высшей категории, все обученные. На спасатели все обученные, и инструктора тоже есть. А глубина здесь какая вот? Глубина у нас здесь Метр 70. А, ну то есть... По технологии специально воду залили мы на зиму. И вода замерзла. Если оставили специальные вот бутылки, некоторые убрали, часть оставили, чтобы, не разорвало. Да. И технология хранения в зимний период этого бассейна такова. Здесь... Сколько метров он? 25 метров. 25. То есть, а дорожки вывешивать будете или нет? Или он так вот? Он так будет. Да, 45 детей то есть вот здесь одновременно. вот, те, кто в лагере отдыхают, они будут пользоваться? Бассейн будет их обучать плаванию, будут спортивные потоки будут, и здесь они будут заниматься в бассейне. Бассейн раньше был вот здесь обрушенный, он был уже необходим был ремонт. Раздевалки есть? Все, здесь раздевалки, туалеты, санузлы, все есть в комплекте. Он уличного исполнения был и раньше. Вот здесь мы так и хотели, да? Что... меньше кровью здесь вот решили порядок привести и привели. Ладно, потом пожирнее будем, сделаем уже капитальный, да? Да. Ну, вот проект какой интересный, каркасный, да? И не так дорого обошелся он. Да. Вот если бассейны вот у нас в лагерях, вот мы будем 9 лагерей же. А сколько, кстати, обошелся? Директор ремонтно-технического предприятия здесь, он, Наиль Фаридович. С монтажом 5 миллионов. 5 миллионов. 5 миллионов, да. Ладно. Идемте дальше. Но здесь еще работы везде ведутся, я так понял, да? Тот объект на 216 детей, мы сейчас туда пройдем, там идут отделочные работы, завершаются. Забор хотел показать вам. Вот забор здесь хороший пошел, да? Вот тут бы тоже нам вот доделать его красивым. Не, ну конечно. Зрелище портится. Да, конечно. Это вот вся территория Орленка. Вся территория Орленка 3 гектара. Айдар Римович, директор спортивной школы номер 1. Это у нас спортивная универсальная площадка с резиновым покрытием безопасно. Здесь у нас 2 волейбольные площадки будет размещаться. Сейчас вот осталось нам разметку здесь осталось сделать. А ограждение будет, да? Будет. Мы в прошлом году тоже привели в этот порядок, его не было. И спортшкола полностью обслуживает мероприятия. То есть тоже будете здесь проводить, да? Ага.
У нас 11 тренеров по 10 видам спорта, согласно профилям, там самбо, куреш, вот такие будем проводить мероприятия. То есть спортивная подготовка тоже Да. такая серьезная будет, да? Вот у нас уже сборы прошли первый раз, 48 спортсменов отдохнули. Здесь, да? Да. Серьезно? Весной. А, Весной так. на каникулах. Мы уже начали. Вот. У вас, получается, вы работаете, работы еще идут, да, получается? Ну, понятно, да. Место здесь очень красивое. Это футбольное поле, Это да? обычное футбольное поле. Здесь детишки сидят, болеют друг за друга, играют. Вот, мне кажется, бассейн очень хорошо в таком летнем лагере, да? Да, мало где вот в летних лагерях есть бассейн. Конечно. И когда родителям они рекламируют, Рамзель, когда рекламирует, он говорит, у нас есть бассейн. У нас есть стандартная сразу, образца да. спортивная площадка уличная. Потом идет уже питание, оно натуральное, экологичное питание из натуральных продуктов, спортивное питание высококалорийное. Вот об этом начинают говорить. Уже потом о природе, о комарах. Радфрич, а бассейн, это же мы уже, да, вмешались? Нет, он был старый, такой открытый, без, соответственно, вот этого, без этой конструкции. Поэтому вообще, у меня, конечно, идея была, чтобы поставить капитальный бассейн. Мы же хотим из этого лагеря. Чтобы и зимой тоже сделать, можно было и зимой, плавать. чтобы можно было, потому что идея, чтобы он был круглосуточный. Но пока нашли такое решение. А лагерь же должен работать, он уже этим летом примет детей. Поэтому так. Ну, то, что накрыли, спасли, скажем так, от промерзания, да, я так понимаю, инженерную Нет, систему. промерзание-то было, безусловно. Просто это на лето, чтобы листва не падала туда, соответственно, грязи не было. И спокойно, комфортно. Они какой-то сезон, 3 месяца вполне могут там плавать. Вода очищается, все комфортно. Спасибо. Здесь еще благоустройство идет, дорожки. Да, здесь будут дорожки, здесь площадки будут. Хотим вам показать 2 корпуса, которых тоже мы в прошлом году поставили. Их новые поставили или отремонтировали? Мы Радфрич, их новые поставили. Должны были отремонтировать вот эти 2 старых, но поставили новые, не стали ремонтировать их. Но они в ту же цену обошлись. И здесь у нас для отдельных категорий детей. Они отдельно могут от основных детей быть спортивного профиля. Там у нас дети с проблемами тоже приезжают. Беспризорники из других городов приезжают, мы их тоже берем. Детей индиго, одаренных тоже берем. Отдельные их курсы можем провести. Здесь мы можем в каждом корпусе заселить по 24 ребенка. Или наоборот, для занятий с детьми приедут преподаватели, спортсмены, артисты и другие аниматоры. Вот в этом случае вот эти дома нам тоже понадобятся. Хотели бы вам показать вот эти дома. Это с нуля, получается, сделали, Это с да? нуля, да. А эти корпуса к 3 числу мы разберем. Вот. А, их уберете, да? Это уберем полностью. Когда заезд? 3 числа. 3 Июня. июня, да? Ага. Здесь вот пионер-вожатая. Она ответственная, возле входа, но она ответственна за детей. Это первый корпус условно для мальчиков, тот корпус для девочек. Ну да. Здесь вот наши спортсмены отдохнули. Уже тут Да, вот на весенних каникулах. А душевая такая, да, получается? Да? Да. Хорошо. Каждый корпус А нам отопление обошелся как? примерно. Отопление у нас централизованное. Централизованное, да? Они отапливаются. Эту территорию будете проводить порядок? Да, асфальтировать хотим. Все, то есть по-нормальному выставить бордюры, там все прочее, да? А это вот все почистите и уберете, да, Эти получается? корпуса уберем. Здесь административный раньше был корпус. Мы идем. Это клуб. Тоже его привели в порядок. Это старый корпус, но привели Радфрич его в порядок. Здесь он универсален. Стулья можем убрать, что-то другое. Дискотеку Да, можно сделать, дискотеку. Здесь кино мы показывали для детей и разные анимации.
И можем как бы совещание все остальное проводить. Насколько мест здесь получается? Весь месяц. Ну, весь лагерь, в общем-то, здесь может провести общее собрание, да? Ну, он тоже летнего исполнения, но тем не менее. Он летний. Летний. Ага, отопления нет. Он отопления нет, да. С отделом культуры всегда проводим совместные мероприятия. С детьми отдел образования, отдел культуры. Все лето. Дом детского творчества у нас тоже здесь проводит занятия, свои мероприятия. В целом, хорошее действительно получилось. Вот, как мы Ну, называем? это вот за этот год вы сделали здесь, да? За прошлый. За прошлый. Даже за прошлый год. А канализование здесь как? На Шамбо. на Шамбо, Шамбо. Централизованно здесь. Это вот новый корпус, да, который? Да, Мы- это новый корпус. Фундамент начинался. Вы видели. Да, да. Кроме того, вот уличные 2 туалета больших из сэндвич-панелей сделали. Там и раковина, вода подведена летнего исполнения. Там дальше старая душевая была, его тоже полностью привели в порядок, отремонтировали полностью. Мне место всегда здесь нравилось. Место красивое. Тут же река где-то рядом, да? Небольшая. Да, река Базы. Внизу река Базы. Вот в этих корпусах с преподавателями идут занятия в юртах и в том шатре. Отдельные предметы по потокам они идут. То языковые, и то уже более углубленная математика, физика. Такие потоки тоже организовывали. А вот это тоже будет сноситься, да? Или останется это здание? Владимир Рафаэльевич, пока решение не приняли. Это старые наши корпуса. Здание капитальное. Внутри бы, конечно, там переоборудовать. просто, да. Это финские домики. Финские. Раньше были же щитовые, панельно-щитовые финские домики. Ну, сами примите решение. Пока там строители у нас проживают, пока их не стали трогать. Нам главная задача сейчас благоустройство решить. Да, тут вам еще есть над чем работать. Успеете, нет? Успеем. Успеете, серьезно? Успеем, Владимир Рафаэльевич. То есть вот всё это уже заселять будете? Да. Мы бы хотели вот вам объяснить. Рустам Маратович, подрядчик. Да, добрый день. Буквально несколько слов. Вот он запроектированный корпус на 216 детей. И общая площадь двухэтажный он. У нас вот через фонд социальных целевых программ и ГУП УАЗ является заказчиком. Кроме того, вот бассейн показали, вот мы плюс с этим корпусом добавляем сюда вот такую игровую площадку. Она будет здесь дополнительно к этой площадке. Кроме того, вот эта территория будет, она заасфальтирована. Но по другой территории у нас здесь проблемы определенные появляются. Здесь вот футбольное поле то большое. Хотели бы еще, кроме того, здесь поставить еще... Все родители спрашивают, будет ли большой теннис. Конечно, да. Вот большой теннис спрашивают. Потом все военруки и другие уже Большая городские, площадка, они просят воркауты и ГТО, на под ГТО, под сдачу ГТО. Кроме того, у нас мысль была, чтобы сделать большой, хороший, вот здесь вот универсальный спортивный комплекс, уже отапливаемый. Чтобы уже спортсмены могли сюда приезжать на сборы разные, всю зиму готовиться, потом выступать. Об этом вот речь. Все остальное уже в наличии есть. Вот эти 2 домика, это старые корпуса, вот этот корпус, который мы видим. Часть этих корпусов, безусловно, снесем. Примерно такой объект. Это сколько примерно еще денег нужно, получается? Для того, чтобы строительство здесь завершить, нам нужно 13 600, чтобы завершить, чтобы окончательно его возможность была сдачи 14,5, итого будет 27. 27, да? И в этом году... это с учетом спортивных площадок? Да, с да, учетом, да. С учетом ограждения, Айбулат Вакильевич говорил, без этого мы все равно не сдадим. Конечно. С учетом того, что мы освещение территории, без этого опять не сдадим, ограничения будут. Вот эти спортивные, вот эти 2 площадки будут. Ограждение будет. Нам появился вопрос уже корпуса больше и больше, и вопрос водоснабжения появился. И теперь водоснабжение опять соответствующие нормам, требованиям необходимо. Вот с учетом всех этих дел, вот такая потребность. Хорошо, поможем. Идемте в корпус. А учебные вот здесь тоже будут классы или как? Есть, да? 2 класса Ага, здесь есть. 2 класса, ага. Большие светлые классы. Ну, чтобы там, мы же говорили, чтобы они чему-то здесь учились. Это вот уже спальная, да? Это вот спальня, да.
Здесь, Райфаш, какая будет история? Здесь двухъярусные кровати будут, две. Вот на сколько человек это комната? Две двухъярусные кровати будут, они будут цветные, яркие. Кроме того, здесь будет стол вот такой, как в гостиницах, так скажем, что он большой. Если занятия дома надо делать, будут делать. Кроме того, на 4 секции шкаф будет с нижними полками. И здесь у нас, в принципе, все, жалюзи будут, жалюзи цветные будут. Ну, в ярком виде преподнесем. Сколько квадратных метров здесь? 14. Здесь система поблочная. Вот мы один блок таким образом проходим. Вот он блок. Блок завершился и завершился вот санузлом. Здесь каждый этаж мы хотели бы сделать вот поблочно отдельную группу, и в этих группах будут отдельные категории детей, помладше и повзрослее. То есть здесь уже строительные работы завершены, да? Здесь внутри уже практически неделю. Мы вот здесь, Владимир Ильич, экспериментировали, думали, яркие краски подберем, вот такие в полоску. Не понравилось. Одним цветом, потом другим цветом. Здесь у нас центральный вход. Центральный вход сегодня гранитом обшивают здесь. Здесь входная группа. Здесь для инвалидов будет кабинет. Там опять-таки прачечные, постирочные. А вот класс, да, учебный? класс. Розетки уже подведены, поэтому компьютер здесь установлен. Как раз сам пин вообще позволяет. Ну да, без компьютера. Все-таки это. Индивидуальные парты, которые и формируются в круг, и отдельно могут стать. Вот такого типажа, как конструктор, хотели бы классы здесь сделать. А мебель закупили уже, да, получается? Закупили? Ну сейчас ее занесем, Владимир Ильич, после этого сильно покрасим, чтобы потому что А мебель где закупали? Вестиканская мебель. А вот это вот так положено, да, вот такие двери отсекающие? противопожарные. Они вот так даже. Альфредович, а классы зачем? Ведь вроде бы лады. Но мы же исходили из того, что это не просто они будут отдыхать и так далее, но какие-то уникальные методы преподавания, уникальные учителя придут, лекторы какие-то интересные. Об этом Тематические, в общем, смены да? будут. Ну, для какой-то смены математиков придут ведущие преподаватели университетов наших, для там филологов придут какие-то наши народные писатели, будут с ними строить. То есть нужно место, где бы они общались и чего-то еще дополнительно набрать. Смысл был не просто, что они здесь живут, пинают футбол и так далее. Смысл в том, что мы им даем чуть-чуть больше. Вот. А для этого, конечно, учебный класс. Вообще, в моем понимании, даже эти классы пока маловато. Но вот исходим из того, что пока есть. На что есть возможность. Да. Спасибо. Гроба месяц осталось у нас. Раскочегариться, Да? и работу сделать. Ну, конечно. А в праздничные дни будут работать, нет? Они сегодня работают, пока остановились пока. У нас все в плановом порядке идет уже, как запланировано. Всё. Вы бы сразу сделали те дорожки, уж больно они там страшные вот эти. А это юрту просто поставили или как они? Здесь Летние занятия. Летние занятия, да? преподаватели, парты, здесь они занимаются. Отдельная группа в отдельный юрт. Ну вот здесь вот, Аблат Акилович, как будет вообще история? Как она? Вот пришли дети, дальше что? Чем отличаться от других он будет? Для каждой группы детей мы профилируем отдельную смену. Внутри смены тоже можно разбивать на подкасты, можно так назвать, да? И под каждую группу, соответственно, будут преподаватели. И будут физкультурно-спортивные направленности. Ну, здесь поэтому вот ДЮСШ активно представлены, да, спортивные комплексы. Будут интеллектуальные смены. Ну и мы планировали все-таки здесь с нашими учреждениями доп. Образования работать, с художественными школами. Художественная музыкальная направленность тоже, наверное, надо будет задействовать. Аврора здесь уже органично вписывается. Мы уже здесь подготовили программы с участием нашего центра талантов «Аврора». Это английский лагерь Хилтон. По сути, каждый ребенок найдет себя здесь по интересам.
А вот ну, здесь пока будет такое, ну, например, чтобы там дети с Ишимбайского района хотели приехать сюда, вот чем вы их можете привлечь? Почему они захотят, вот, на ваш взгляд? Реклама как раз тех Но реклама-то реклама. А от чего будете вот детям, что обещать будете детям? Почему он с Орленка Ишимбайского не поедет сюда? Чем привлечете? Он в Ишимбайском Орленке не получит того контакта с лучшим преподавательским составом наших вузов, который здесь получит. Есть такая Есть Это соглашение с да, нефтяным университетом. соглашение с вузами есть уже. Вы же директор лагеря, да? Вот я уж прям под камерой хочу сказать, мы сейчас с Эльдаром Шатовичем обсудили. Тут рядом, где она, эта гостиница есть? Да, вот Тут через есть забор. небольшая гостиница, она на балансе муниципалитета, да? Пионерский лагерь как раз. На балансе. Вот есть предложение эту гостиницу, она для гостей, для приема бывает. Вам, если передать ее, не возражаете? Нет. Вот. А вот, там гостиница хорошая есть. Там сколько номеров? Там 8. 4 номера. 4 номера, да? Вот как раз профессор приезжает, может быть, он приезжает и даже с семьей, допустим. Там только единственное 4 номера, то есть где-то по 3 кровати поставить, да? Ну, это вы сделаете. Сделаем. Давайте сделаем так. Хорошо. Вот это Это будет передайте. шикарные условия. И вот это будет для преподавателя, а это пусть для детей будет. Уже, считайте, 5-6 преподавателей, вы там спокойно разместите. Конечно. Там хорошие условия. Да. Профессор не приедет жить здесь или где там, ну, может и приедет, но лучше мы им дадим вот такие условия. Сделаем. Сделаем? Сделаем. Сделаем, да? Сделаем. Вот такое решение. Берете? Да, с удовольствием. Там сразу надо вам тогда зайти. Ну, и дальше. Все сделаем. Все сделать. Тем более все юридически раз на вашем балансе, пусть оно будет. Все, Балдан, А, есть. а. Радифович, а почему такое решение вы принимаете по гостинице? Знаете, вот у нас есть небольшие гостиницы в муниципалитетах. Они, как правило, вот гости какие-то приезжают. Но мы для гостей найдем другое место. Если приедут вот в район какие-то уважаемые люди, найдем и в районе другие вещи и так далее. А он стоит долгое время, практически не эксплуатируется. Это вот красивое здание, потом снимете его, покажете. И, зато вот как раз мы же в таких очень сжатых финансовых условиях вот это все делаем. И вот. У меня-то размах был. Но Коронавирус. пока коронавирус, пока это так далее. А это сразу уже преподавательская часть будет решена. Вот так. Заботитесь? Ну, конечно. Спасибо. Здесь красота, конечно, да? Открытая сцена. Там обычно на улице все мероприятия проводим. Детей там собираем. Там и концерты, и выступления, и танцы. Сколько путевка стоит будет? Первую смену мы продавать будем по 18 950 рублей. Сами решайте, ну, чтобы это подъемно было. Это на 24 дня, да? На 21 день. На 21 день, да? Ага. Но у нас же там программа кэшбэка еще работает, да? Да, Она же... да, мы уже вступаем туда. А есть льготы для каких-то малообеспеченных семей? Да, 100% льгот. А, тут вы знаете, да, что вот... С каждого района есть такие. Радифович, вы много внимания уделяете летнему отдыху. Совещание сейчас очень актуальное. Детям же надо где-то отдыхать, тем более в такой красивой республике, как у нас. Это грех детей на такую природу не запускать. Вот, а тем более еще в прошлом году же не отдохнули. Представляете, ежегодно у нас где-то от 300 до 350 тысяч детей отдыхает. В прошлом году 300 с лишним тысяч детей, которые привыкли там 3 недели провести за городом, такой возможности из-за пандемии не получили. Поэтому в этом году мы должны наверстывать. Ну, безопасность. в первую очередь. Безопасность, комфорт опять. Ну, все-таки дети уже, эти дети немножко другие. Это не как у нас там палатку поставил, побежал. И комфорт. Потом содержание очень важно. Мы почему вот сегодня в Орленок приехали, я там внимание обращаю, главе всегда за это признателен, что здесь все-таки мы пытаемся сделать уровень повыше обычного лагеря за счет содержания. А содержание внутреннее, я имею в виду, учебы какие-то, уроки. Тематические это направления. тематические, да, это когда приедут сюда люди, наделенные знаниями. Я говорю, профессуры университетов, какие-то уникальные тренеры и так далее. Но для них тоже нужно комфорт создавать. Поэтому вот все через, вот, опять же, все-таки создание нормальной материальной базы. Так, ну что, Дар Андреевич, спасибо большое. Вот, все. Так, мы поехали. Спасибо большое. Вот, тогда. До свидания. Ладно, мы поехали по району тогда. До свидания.